Многочисленные отчеты показывают, что последние несколько лет в целях сокращения уйгурского населения китайское правительство проводит в Восточном Туркестане стерилизацию и принудительные аборты. Глава международной некоммерческой организации «Женщины без границ» Реджи Литлтон назвала информацию Breitbart News Network, опубликованной несколько дней назад, столетием китайского обмана. Она подчеркнула, что с 1920 года китайское правительство внедряет противозачаточные средства для так называемого улучшения качества населения и достижения своих политических целей. По ее словам, подобными действиями Китай переступил все границы. Китайское правительство заключило миллионы людей в лагеря и проводит над ними биологические испытания. Каким образом можно улучшить демографическую структуру уйгуров, если в лагерях изымают их внутренние органы? Это откровенный геноцид, и самое главное, что мы должны сделать, это начать независимое расследование преступлений коммунистической партии в уйгурском регионе, заявила Реджи Литлтон. Один из лидеров студенческого движения в ходе событий, произошедших на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, уйгурский интеллектуал и активист Уркеш Долет, который много лет проработал на Тайване, был назначен заместителем генерального секретаря Комитета по правам человека при Законодательном совете Тайваня. После 2020 года приоритетным станет не экспансия и ограничение прав человека, а борьба во имя человеческих ценностей, написал он на своей странице в Twitter 23 ноября. Кроме этого, он является почетным председателем в управлении Ассоциации уйгурского движения. Премьер-министр Японии Йосихиде Суга встретился с прибывшим с официальным визитом в Токио министром иностранных дел Китая Ваном Йи. Йосихиде Суга выразил обеспокоенность по поводу островов Сенкаку, расположенных в Восточно-Китайском море, право владения которыми оспаривают Китай и Тайвань. Вчера Ван встретился со своим японским коллегой Тошимицу Мотеги. Основной темой переговоров стала борьба с COVID-19. В ходе встречи Мотеги также упомянул Гонконг и Восточный Туркестан. Пекин выразил протест правительству Индии из-за блокировки 43 китайских мобильных приложений, сообщил представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лидзян. Представитель министерства отметил, что Индия вводит меры против китайских мобильных приложений уже 4-й раз в этом году, и каждый раз поводом является защита национальной безопасности. Накануне Индия заблокировала 43 китайских приложения, в том числе AliExpress, Taobao Live и Camcart. Индийские власти считают, что эти программы участвовали в действиях, вредящих суверенитету, целостности, обороне, безопасности и общественному порядку страны, сообщает газета The Times of India. Летом в черный список попали 59 китайских приложений, в том числе TikTok и мессенджер WeChat. В начале сентября ограничения коснулись еще 118 программ. Си Цзиньпин поздравил кандидата от Демократической партии Джо Байдена с победой на президентских выборах. Об этом сообщает информационное агентство Синьхуа. Китайский лидер отметил, что здоровое и устойчивое развитие американо-китайских отношений не только соответствует интересам народов двух стран, но также отражает общие ожидания международного сообщества. В свою очередь, заместитель председателя Коммунистической партии Ван Цишань направил поздравления кандидату в вице-президенты Камале Харрис. Отношения Вашингтона и Пекина серьезно обострились после принятия Китаем решения о разработке собственного закона о национальной безопасности для Гонконга. Кроме этого, отношения двух стран усложняет еще целый ряд вопросов, включая проблемы двусторонней торговли. Трамп обвинил Китай в недобросовестной коммерческой деятельности, краже интеллектуальной собственности и ввел серию дополнительных пошлин, которые коснулись большей части товаров, импортируемых из Китая. В свою очередь, Пекин ответил введением аналогичных пошлин на американские товары. В Буэнос-Айресе в возрасте 60 лет скончался легендарный футболист Диего Армандо Марадона. Он умер в результате остановки сердца, заявили представители его семьи и коллеги. 11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенес операцию из-за субдуральной гематомы. В ближайшие 3 дня в Аргентине объявлен траур.